Современные историки считают, что теория этногенеза Льва Николаевича Гумилева является одной из наиболее убедительных концепций исторического процесса. По Гумилеву любой народ развивается в определенной последовательности. У него есть энергетические подъемы и спады. Это чередование связано с состоянием пассионарности отдельных личностей, то есть уровнем их энергетики. В научном обществе Абхазии сформировалось мнение, что в VIII веке возникновение Абхазского царства стало возможным благодаря пассионарности абхазского лидера из династии Леонидов. Вот с таким неожиданным заявлением выступает наш сегодняшний лектор. Тема нашей лекции называется «Абхазское царство как закономерное явление». То есть я здесь не столько в роли историка выступаю в роли философа, который решил применить пассионарную теорию этногенеза Гумилева к нашей абхазской действительности, прежде всего к нашему абхазскому царству. Вы знаете, в грузинских и в абхазских источниках очень большие дискуссии идут вокруг этого царства. Кому она принадлежала, кто основатель этого царства. Тарба Иван Дорофеевич, кандидат философских наук, доцент. Окончил аспирантуру в ЛГПУ имени Герцена. Защитил кандидатскую диссертацию на тему формирования научно-материалистического мировоззрения абхазов. Преподаватель в школах Гудаутского района. С 1982 года старший преподаватель, доцент кафедр этики, эстетики и религиоведения, философии и культурологии АГУ. Сфера его научных интересов – проблемы религиоведения и социальной философии. Его перу принадлежат более 20 научных работ. Участник ряда научных форумов Абхазии и за ее пределами. Автор более 10 научных работ. Обычно в историографии есть один принцип – рассказывать, как это происходит. Но вне поля зрения остается другой, не менее важный вопрос – почему это происходит? Когда мы говорим, почему это происходит, особенно в частности это употребляют философы, мы больше всего делаем ставку на объективные факторы возникновения того или иного явления. В этой связи, значит, мне пришлось обратиться к нашей исторической памяти, в частности, по Абхазскому царству. Вот. Кроме того, есть и другая цель, другая задача. В последние десятилетия в философии науки появились много концепций. Одна из них, которая называется концепция пришельцев. То есть основателем этой концепции оказались британский философ науки Палани, русский философ науки Розов и американский философ Холтон. То есть одна наука, скажем, физика или биология, самостоятельно разрешать не может все те проблемы, которые возникают перед ним. Поэтому здесь идет объединение традиций разных наук. В связи с этим, вы, наверное, уже слышали, мы получили такие науки смежные, как, скажем, биофизика, когда биологи пришли к физикам. Мы получили также биохимию. И мы, философы, тоже получили новый раздел, новое направление философии, которое называется философия истории, который я читаю в магистратуре у историков. Я думаю, вам многим предстоит еще этот курс лекций прослушать. Вот с такой позиции я и решил, значит, выступить. У меня просто готовится книга, которая называется «Истоки национального сознания и самосознания». И здесь вот я решил сделать одну главу «Историческая память как фактор национального сознания и самосознания». Вот. В этой связи я столкнулся с историей Абхазского царства и решил внести какую-то лепту свою. Дело в том, что, как я уже прежде говорил, если
философы вторглись в историческую науку, этим не умаляется достоинство историков, а наоборот обогащается. Может, легче будет нам разобраться как раз-таки в истинности тех исторических процессов, которые прошли в нашей жизни давно. Далее, значит, хотелось бы отметить, что, оказывается, в истории развития мировых цивилизаций в разных регионах, несмотря на то, что походят по-разному, но есть общие закономерности для всех, в которых все должны, хотят или не хотят, вписываться. И поэтому об этих общих закономерностях я и буду говорить. На эту тему как раз-таки очень долго я работал. Здесь работать нужно на стыке разных наук. Как раз-таки Гумилев был доктором двух наук – исторических и географических наук, за что он и получил академика после развала СССР, стал действительным членом Российской академии наук именно из-за той работы, которая называется «Этногенез и биосфера Земли», где он и раскрыл как раз-таки вот эту пассионарную теорию. Оказывается, каждый этнос проходит в своей истории несколько фаз. Минуя этих фаз, либо этносы погибают, либо, значит, они развиваются, и это отчитывается, скажем, наиболее такими важнейшими событиями в их истории. В этой связи, значит, существуют такие фазы. Первая фаза – это фаза подъема, которая подразделяется на два периода. Первый период – это инкубационный период, который имеет свои сроки от 100 до 150 лет. Второй период фазы подъема называется явным периодом, который тоже, значит, требует до 150 лет. И поэтому, значит, на фазу подъема обходится 300 лет. Здесь десятилетия ничего не решают. Здесь нужны большие такие годы. Помимо этого, после фазы подъема наступает фаза акматическая. Тоже по своей сути требует 300 лет. После фазы акматической наступает фаза надлома, на которую я буду сегодня обращать очень много внимания. После этого идет инерционная фаза, после этого идет как раз-таки обскурационная фаза. И в конце уже, когда этнос совершает свое существование, вступает, либо идет регенерация этноса, возвращение молодости, либо, значит, этот этнос может раствориться в более мощный другой этнос. В этой связи, если нам взять, цифру, и этносу удается в своем развитии 1500 лет. Если нам отсчитать от 7 века по 21 век, мы можем сегодня сказать, на какой фазе развития находится абхазский этнос. Хочу обратить ваше внимание и на другой аспект. Поскольку, значит, разные точки зрения существуют по инкубационному периоду, например, он не столь уж явный, потому что он измеряется теми событиями важнейшими. Например, Анчабадзе говорит, что в VI-VII веках особых таких перемен в жизни абхазского этноса или абазгов, или апсилов не происходит. Но по источникам армянского географа Широкаци пишется, что уже в конце VII века апсилы и абазги рассматриваются в одном государстве – в Абазгии. То есть, как вы видите, и самое главное, значит, почему, начиная инкубационный период со второй половины VII века, мы вписываемся во все эти рамки временные Гумилева. Я на фазу подъема отдаю 300 лет, включая как раз-таки X век, конец X века. Почему?
Это я делаю потому, что как раз таки вот там и происходит перелом в Абхазском царстве. Леониды с арены исторической уходят, и приходят багратиды. Хотя, значит, багратиды – это наследники абхазов. Возникает. Я более детально буду на этих вещах останавливаться. И поскольку уже в 30-х, 40-х годах 8 века Апсила и Базги врозь не рассматриваются. Уже они вместе. То есть идет процесс завершения инкубационного периода. В 8 же веке тут же мещемяне уже давно растворились в среде апсилов. Тут, значит, политически были подчинены саныги. И Леон первый смог в действительности впервые объединить. И он действительно господствовал вперед, скажем, он завершил инкубационный период. На мой взгляд, Леон II приходит именно в момент явного периода. Явный период Лев Николаевич Гумилев характеризовывает так. Вообще, как же возникает вот такие толчки в развитии общества? Дело в том, что наша планета настолько насыщена энергией, даже чрезмерной для равновесия. В то же время, значит, человек не только энергию получает от пищи или кислорода, человек, оказывается, получает неосознанно, бессознательно энергию, скажем, гравитационную, электрическую энергию. Вот, и ряд других. Электрическая энергия как раз-таки для ионизации покрова, она важнее. Световую энергию, вот, а гравитационную я уже говорил. Вот. И представляете, эти виды энергии получают как и другие виды животных, так и человек. Но у человека они более концентрированно и целенаправленно действуют. И поэтому возникает вопрос, то есть возникновение пассионарного толчка. Откуда это исходит? Для того, чтобы пережить или вступить в пассионарный толчок в обществе, вот, среди этих субстратами их называл. А субстраты что такие? Это, значит, от развалившегося какой-то общественной системы, скажем, как Колхидское царство, в разрознь мы оказались наши племена. Вот. Но они уже постепенно становятся субэтносом. Дело в том, что наши историки и по этногенезу, и по истории не пользуются такими терминами, как субстрат, субэтнос, суперэтнос, которая могла бы нас направить именно по истории самого Абхазского царства. В этой связи я хотел бы подчеркнуть то, что действительно этот этап мы преодолели в X веке. Как Анчабадзе указывает, что с X века уже, значит, целиком и полностью это объединенное грузинское государство. Такого быть не может. Нет такой закономерности. Единственная опасность существует тогда, когда при смене фазы, при переходе от одной фазы в другую, там может от нас погибнуть, как это произошло с хазарами, кстати. Вот как со многими другими, не дошли до других фаз. Есть опасность при переходе от одной фазы к другой. Но представьте себе, мы-то не исчезли. Вот как раз-таки в 8 веке после объединения этих племен считается началом единого абхазского этноса. Остальные абазги, абхазг, тогда абхазы и так далее, это этноним, это те названия, которые нам чужеземцы давали. А мы себя назвали Апсуа, автоним у нас, по которой мы и по сегодняшний день живем, и в паспорте у нас Апсуа уже написано. А возьмите других народов, другие народы. Сегодня разве в паспорте
у волжских даже, татары это волжские булгары, как раз на основе их истории России, у него есть монография «От Руси до России». И вот, на примере волжских булгар, татары это бывшие волжские, но ни один сегодня обыватель не знает, что он был волжским булгаром. Они получили другое название, а мы свое сохранили. Дальше, значит, сегодня ни один казак не знает, что он когда-то был хазаром. А это казаки, которые растворились в России, среди русских. А мы, поскольку говорят, значит, я думаю, что если мы попадали в какие-то тиски других государств, то мы попадали только лишь, наверное, на уровне вассальских отношений. Ибо, значит, столько времени пережить никому не дано. Значит, мы не были в таких близких отношениях. Хотя процесс растворения абхазского этноса с первого тысячелетия, не с первого тысячелетия, вот с 13-14 века уже, вы помните, а потом, значит, еще до 17 века, что с нами было, когда, значит, плеяда дадьяневцев прошлись по Абхазии сперва до Анакапии, затем даже в какое-то время Эбзим была, значит, захвачена. Вы знаете, ну, это история уже другого периода. И в этой связи вот мы в X веке действительно колебание какое-то было, видите? Существенное какое-то изменение произошло все же. Леонидова уже нет, слепой, то есть Феодосий слепой был слепой, и без наследства, и, естественно, Баграт III приходит. Ну, как говорят, объединенно. Когда речь идет об объединенном едином государстве, должен быть единый этнос. Фактически в источниках термин Сакартвело упоминается с XII века. Миша Гунба говорит, что даже после XII века, то есть то, о чем они сегодня, их называли либо картлийцами, либо тао, либо, значит, другими, опять-таки, по племенным названиям. А мы получили уже без всякого спора между нашими бывшими племенами свой автоним Апсу, и с тех пор и никто не оспаривает. Зураб Янурович, скорее всего, и прав в одном случае, когда он говорит, что в действительности в государственно-политическом плане большую роль сыграли абазги, особенно неимоверный авторитет абазгов поднялся после разгрома, как вы знаете, арабов в Анакапии. Но в этническом плане большую роль сыграли апсилы. То есть, поскольку в количественном, скорее всего, плане апсилы, поскольку, значит, вы знаете, после разгрома Византии мессимян, они вошли и растворились среди апсилов. Мессимян уже как таковой в VII веке, после VII века мы нигде о них и не слышим, потому что они находятся в среде. Уже в основном остаются только в VIII веке больших этноса, это саныги, абазги и апсилы. Вот. Это одна сторона вопроса. Более того, хотел бы я сказать по поводу численности. Во-первых, и при ингубационном периоде должен предшествовать большой демографический взрыв. Представьте себе, если здесь не было бы такого демографического взрыва на протяжении веков, Абхазия очень была густонаселенной страной. Об этом Шала Денисович указывает, что вплоть до самых гор, говорит, были обнаружены маленькие цергушки. Он даже притчу абхазскую использует. Кошка могла, говорит, с берега моря до самых вершин гор идти, значит, через крыши домов. То есть, почему, значит, наше имя появляется и на Сером Кавказе? То есть, здесь на подсознательном, бессознательном даже уровне этнос расширяется. И Гумилев называет в этот явный период, он расширяется как нагретый газ. Вот почему мы оказываемся на Сером Кавказе. Вот почему мы оказываемся. А возьмите даже нардский эпос. По Анчабадзе он возник в 8-7 веках. Но река Кубань фигурируется там. Простите меня. Сегодня абазины мне рассказывают, что в Кабардино-Балкарии несколько сел чисто абазинских, но язык забыли, но о себя знают, что они были абазинами.
То есть мы не только расширялись в сторону Грузии, но мы расширялись и вплоть до Таманского полуострова Шалдиси. Но не надо путать, здесь есть этнические границы, есть политические границы. Чебадзе политические границы чуть подвигают сюда. Вот. В этой связи вот я хотел бы что значит. И Гумилев утверждает, на первых двух фазах, почему несостоятельно, что это было действительно западно-грузинское государство, Гумилев утверждает, что на первых двух фазах это нас неистребим. Прямо ставите точку жирную, что в первых двух фазах, которым он дает 600 лет, как раз точь-в-точь и совпадает со с 13 веком. Именно в 1249 году действительно у абхазов наступает резкий надлом. А надлом это означает резкое снижение пассионарности. И затем наступает, а надлому дается 200 лет. До 15 века нам и хватило, потом, знаете, турецкое нашествие. То есть с такими событиями я постарался, значит, вложить эти даты. Во-вторых, значит, почему, значит, Гумилев именно, для него это чисто биологического характера, энергетического характера. Ни в коем случае, как, значит, этнос определял, скажем, Брамле, известный академик, как определял Козлов, он как раз-таки не признает эти определения, почему он и преследовался всю жизнь, но после того, как их не стало. Я сегодня знаю, что 15-16 его трудов вышло, вот. Будучи в университете в Санкт-Петербургском, я выступал по ментальности, и вдруг я дважды сослался на Гумилева. Вы знаете, такой седой, солидный мужчина вдруг встает, хлопает и обнимает меня. Вы мне по душе прошлись бальзамом. Я говорю, что случилось? Вы дважды на Гумилева. Есть фонд, он был известный питерский поэт, он был, оказывается, директор фонда, президент фонда Гумилева. То есть в Петербурге, конечно, его боготворят. Но в нашей действительности, да, действительности, мы сперва были субстратами, затем стали этносом, а затем мы стали суперэтносом. Суперэтносом стали мы тогда, когда не только остановились на Сурамском перевале, а перешли и все грузинские земли объединили. Суперэтнос – это тот этнос, у которого, значит, на этой территории находится много этнических групп. А вот после того, как, значит, мы пережили надлом, естественно, сперва, значит, вернулись к своим истокам до Кутаиси, а затем, вы знаете, другие исторические события пошли, потому что пассионарность уже снижается постепенно. Затем уже инерционная фаза, затем, значит, другие фазы возникают. И на этом этапе, поэтому согласиться с тем, что, значит, без объединения племен нельзя давать название этносу. Во-первых, с появлением единого этноса название меняется. Мы же базги и так далее. И обоюдно назвали это Апсуа. То, к чему стремятся грузины себя назвать Сакартвело, для этого им нужно было объединить все этноэтнические группы и под одним собирательным названием Сакартвело, тогда бы было понятно. Когда это произошло, пусть эти ученые думают, вот. А то, что, значит, о том, когда, значит, им тяжело было доказывать о том, что именно действительно везде, во всех источниках абазги, Апсила фигурируется в истории Абхазского царства, тогда пошли они другим путем. Тогда стали говорить о том, что, значит, начиная от Ингуров, Кипанидзе, Бадридзе, Хоштаря, даже бывший мой коллега, как говорится, Тимур Мичуани, что здесь пусть под абхазами назывались только грузинские племена, потому что дальше им. Но Ингуров был настолько хитер, видимо, знал пассионарную теорию. Если он влез бы не в 17, а сюда, здесь бы мы могли бы найти, что ему противопоставить. И поэтому я считаю, что ни абхазам и ни грузинам не нужны уже ученые, которые на антиабхазской волне или же на антигрузинской войне делают себе карьеру. И когда-то придет время, на мой взгляд, что эти труды
превратятся в ненужную макулатуру. Потому что появятся люди, которые... Мне тоже не нужно на антигрузинской волне что-то, значит, какой-то лжеученый среди абхазцев стал. Нам не нужно. Нам нужна истинная история. А для того, чтобы взглянуть на истинную историю, надо знать эти закономерности. Без знания закономерностей, общих закономерностей, объективных закономерностей, которые двигают этнос, очень трудно исследовать историю. Поэтому, значит, я считаю, что для нашей истории очень является важным для меня пассионарная теория Гумилева. Вот я, видимо, заканчиваю эту лекцию с того, с чего начал. Дело в том, что, значит, действительно пассионарность, она возникает, но эта энергия, которая впитывает в себе человека, она бесследно не исчезает. Бывают времена, когда, значит, снижается, эта энергия, по сохранению, по закону сохранения энергии, она бесследно никуда не исчезает. Она может вселиться в твоего оппонента, заразить их. Мы их и заразили об объединении. Идея объединения грузинских племен. Крым пришел через нас, абхазов, через нашу энергию. Но мы эту энергию еще сохраняем и в себе тоже. Поэтому последние события в Абхазии точно говорят, что у нас еще есть та энергия сохранилась, которая нас двигает и будет двигать. Но я должен сказать, если так разложить по этим столетиям, мы все же сегодня находимся в конце фазы обскурации. А мы вступили, на нее 300 лет нужно. Мы вступили фактически в начале где-то 19 века и до сих пор ползаем в этой обскурации. Потому что на нее столько лет дается, пока мы не перешли, нам неизвестно, какие перипетии. Но, если перейти, скажем, в 21, 22 и другие века, если мы придем, то, естественно, мы вступим в гомеостаз, но эта обскурация тоже очень опасная, поскольку, значит, все зависит от того, есть ли вокруг вас агрессивные соседи. А подумайте, где мы находимся и географически, и какие соседи. Если не изнутри общество разлагается, то извне могут силы оказаться, которые подавить и раствориться. Не физически уничтожается этнос, просто энергия этого этноса вселяется в энергию другой этнос, вместе с этим этносом этот этнос поглощается, мы становимся другим народом, но физически, конечно, в крови есть абхазская. Такая. Но я думаю, что мы оптимисты с вами, мы дойдем и до других фаз, где будет регенерация этноса, где будет возвращение молодости, и снова наш народ восторжествует энергично, но без всякой экспансии, как в 8 веке. Экспансия, она порой бывает положительная, порой отрицательная. Нам это не нужно. Нам лишь бы себя сохранить в рамках той территории, на которой мы сегодня живем. И у меня есть надежда на то, что есть определенный малый такой инкубационный период. Вы помните, у нас давно созрела идея возвращения наших этнических братьев, то с Северного Кавказа, то с Турции, Сирии. Дай Бог, чтобы, значит, этот процесс, но он опять-таки требует столетия. Вот в чем дело. А до этого надо держаться. На мой взгляд, существует две опасности. Сохранимся мы или не сохранимся. Это внутреннее и внешнее. Я не имею в виду агрессию. Я имею в виду растворение во внешней и сама ликвидация внутренней. Мне кажется, из них опаснее внутренняя беда. Как вы считаете? Я с вами согласен, потому что действительно, опять-таки самоликвидация внутренняя происходит от внешнего влияния. Они взаимосвязаны. Конечно. А как во внешний мир нам выйти без знания других языков, других цивилизаций и культур? Никак. Мир таков сегодня.
Если исходить из теории пассионарного толчка, после возникновения пассионарного толчка возникает этнос. И каждый этнос после возникновения пассионарного толчка проходит определенные фазы, такие как фазу подъема, акматическую фазу, надлом, инерциальность, абстругацию и мемориальную, то есть в общем 6 фаз. На мой взгляд, фаза подъема на территории Абхазии в общем началась где-то к VI веку. Что же происходило на территории Абхазии в VI веке? Как мы знаем, на территории Абхазии в VI веке нашей эры находилось 4 княжества. Такие княжества, как Мессимения, Абазгия, Апсилия и Санигия. Так вот, к этому времени, на мой взгляд, начинался подъем так называемого абхазского этноса, когда они хотели объединиться. Так как эти 4 княжества входили в Айкумену Византийской империи, они не имели, Византийская империя всячески препятствовала воссоединению этих княжеств. Есть множество источников, такие как источники Прокопия Кисарийского, Агафия Мирнейского, которые говорили об общности этих самых княжеств. Они могли объединиться в один абхазский этнос. Но Византийская империя всячески этому препятствовала. В середине VI века, как мы знаем, такие абхазские княжества, как Абазгия и Апсилия, подняли восстание против Византийской империи и хотели проводить свою самостоятельную национальную политику. Если бы, конечно, таки им удалось сделать все, что они хотели, то, возможно, таки они в скором времени объединились в один абхазский этнос, и, возможно, бы Абхазское царство образовалось намного раньше. Потом уже фаза подъема, на мой взгляд, начинается со времен арабского нашествия, когда в 737 году на территорию Западного Закавказья вторглись арабские войска Мурвана ибн Мухаммеда, они разрушили Западное Закавказье, Картлийское царство, и после разрушения Картлийского царства они вторглись сюда, на территорию Абхазии. По разным источникам их войска фигурируют от 60 до 120 тысяч человек. И эти войска были остановлены именно здесь, на территории Абхазии. С этого момента, на мой взгляд, фаза подъема она уже переходит в фазу акматическую, начинается это со времен образования Абхазского царства. Насчет образования Абхазского царства на сегодняшний день есть много различных версий об образовании Абхазского царства, но если не быть примерную дату говорить, это примерно вторая половина 8 века нашей эры. Так вот, с этого момента начинается акматическая фаза на территории Абхазии, если исходить из теории Льва Николаевича Гумилева. В чем же она проявлялась? Это, во-первых, она проявлялась в экономические факторы, были завоевательные факторы, было расширение самого Абхазского царства. Оно прослеживается со времен Леона II, как в источнике летописи Картли говорится. Он захватывает Абхазию, Грисию, вплоть до Лихи, и нарекает себя царем абхазов. Помимо этого, потом уже его сыновья, такие как Феодосий, то и в источнике он фигурирует как Теодосий, воюют вместе с Ашотом Багратун, если быть верным, за Картли. Потом уже при Георгии I, сыне Леоне II, тоже продолжается эта захватническая политика. Захватывается Картли и так далее. Эта захватническая политика, на мой взгляд, это было одним из факторов расширения входило все в акматический период. Потом уже при дальнейших царях, таких как Константин, Георгий II, Абхазское царство еще более расширяется, были захвачены области Кахети и Рети, особенно борьба за них шла при Георгии II и его сыне Леоне III. Фаза, на мой взгляд, уже после 10-го, акматическая фаза, она еще более продолжалась немного. Она продолжалась еще до Георгия I Багратуни. Нам известно о том, что это уже в династии Багратидов. Например, мы ввели войну даже с Великой Византийской империей, с Василием II Болгаробойцем, одним из самых величайших императоров Византийской империи. Во времена греко-абхазских войн мы даже в источнике, если просматриваться, мы даже могли победить эту войну. В источнике прямо говорится, что сражение мы почти что выиграли, но, цитирую, но смолодушничали грузины, повернулись и двинулись вспять. Из-за этого всего мы не смогли выиграть греко-абхазские войны. А так мы, конечно, смогли бы выиграть, если бы такое бы не произошло. Потом уже стадию надлома можно начинать где-то примерно с Георгия II Багратуни, когда сюда начало вторгаться войско турок-сельджуков, но потом уже при вступлении на престол Давида Строителя, то турко-сельджукские войска удалось изгнать, там уже началась такая маленькая фаза подъема, а после нее уже во времена, можно сказать, даже Давида Улу и царицы Русудан, когда уже сюда Абхазия вошла в систему, можно так и сказать, что подданнические отношения с Монгольской империей, или с монгольским ханством, как хотите вы называете, это начинается уже фаза надлома.
Прошу прощения. Так вот, уже при царях Давиде Улу и Давиде Нарина эта фаза надлома намного уже более проявляется. Абхазское царство разрушилось на множество, но Абхазское царство, на территории Абхазского, самого современной Абхазии, образовалось Абхазское княжество, там образовалось Картлийское царство, образовалось Имеретинское царство, образовалось. С этого момента начинается фаза надлома в истории Абхазии. Потом уже следующая фаза, инерциальность, она более проявляется вот со времен как раз-таки турецкого протектората, времен генуэзской колонизации, можно так и сказать, что абхазы начали инерциальность. Но иногда инерциальность сочеталась с маленькими подъемами. Такие можно рассматривать, как в 16 веке, когда Сарик и Квапу Шервашидзе обратно отвоевывали Абхазию у мигрельцев. Такие можно назвать 30-летнюю войну между Ливаном Дадьяни в 17 веке Ливаном Дадьяни и Абхазским княжеством, когда абхазы выиграли эту самую 30-летнюю войну. С фазы же обскурации, на мой взгляд, уже потом началась после вот как раз-таки, она тоже проследуется маленькими подъемами. Ее можно, вот этот маленький подъем в фазе обскурации можно вот таки выделить направление в Абхазии владетельного князя Килишбея Чачба, который правил со времен с конца 18-го до 2 мая 1808 года. Это была фаза такая маленького подъема, потом уже начинает полностью спад идти абхазского этноса. Он продолжается очень сильно, очень долго продолжается, с 1810 по 1864 год, как вы знаете, у нас было свое Абхазское княжество, которое входило в подданство Российской империи на правах автономии, но и в 1864 году мы это потеряли и вошли полностью в состав Российской империи. Но мы не выселились с российским этносом, мы сохранили свою самоидентичность, сохранили свой этнос и смогли его донести до наших дней. Конечно, все эти столетия и века условные, но мы бы не вписались бы, по тем, как ты разложил эти времена, не вписались бы в эту теорию, в эти века, поскольку 100-150 лет всего лишь дается от самой инкубационному периоду, а с завершением инкубационного периода должен возникнуть новый этнос. Ну, в VI началось, но новый этнос-то появился только в VIII веке. Но он-то не... Нет, локальные эти не считается. Речь идет об общих, таких всеобщих закономерностях. Но этнос-то новый. Мы Апсу получили в VIII веке. Вот почему я на это опираюсь. Дальше, значит, почему я надлом связываю именно с 1249 годом, когда в Абхазском царстве появляются два царства. Вот, восточное и сюда, значит, вот почему я говорю с определенными такими крупными историческими событиями я связываю. И поэтому, значит, здесь я могу не согласиться с VI века. Если с VI я тоже очень хотел бы. Да мы раньше получили объединенный абхазский этнос, единый этнос, но ее не стало. Понимаете? Вот. Это так трудно. Поэтому, значит, надлом почему и дается только 200 лет. Вот сульджуки как раз-таки в конце надлома и приходят сюда, турки. Вот поэтому у меня вот такое дополнение. Хотя, значит, это не аксиома, историю можно, значит, рассматривать по-разному, разные точки зрения существуют. Но самое главное для меня здесь важнее вот общелогические, такие философско-методологические методы, которых я применяю к истории Абхазии. Не надо быть историком-специалистом, чтобы понять, что история не развивается поступательно. В 20 веке каждый десяток лет Абхазию сотрясали народные сходы и восстания. Накопившаяся энергия куда-то должна была деваться. Но самое главное, чтобы энергия эта была не разрушительной, а созидательной. Ну а мы с вами прощаемся до следующей лекции.